Знаете, как я плавил уже? Хочу рассказать вам о моем любимом горном озере, которое находится в Боснии и Герцеговине на территории Республики Сербской. Это озеро Зеленковац. Это озеро, вот с моей точки зрения, просто идеально. Во-первых, оно очень маленькое, но оно такое правильное. В нем есть все. В него впадает горный ручей, и из него же он вытекает. И в этом озере есть глубина, и скала, и берег. И все это такое маленькое, что это можно посмотреть одним взглядом. Но при этом скалы расположены так, что это озеро нельзя обойти вокруг. И есть места недоступности. В этом озере водится пастромка. И в этом озере есть причал, есть лодка. И лодка только одна. И можно с этого причала нырять в это озеро. В нем холодная вода, и эта вода очень чистая. И там есть такой перекат речной, потому что река этим перекатом входит в озеро. И дальше она делает такой круг и выходит. Этот перекат прекрасно блестит на солнце. И при этом одновременно есть глубина, и есть заросли водорослей, в которых эта рыбка прячется. И в этом озере, понимаете, вот даже находиться на этом озере, это какое-то сакральное совершенно действие. О, Марко! Добрый день! Добрый день! Поздравляю! Вот бывает такое, что ты когда-то в жизни хочешь по-настоящему охладиться. Да, и да, конечно, можно нырнуть в озеро Байкал, можно нырнуть в Телецкое озеро. И вот можно нырнуть в озеро Зеленковац. И оно по-настоящему тебя остудит. Вот сейчас, куда прыгает Марко, вот там несколько метров глубины, до 5 метров. И вот там по-настоящему студеная вода. А вот туда, куда сейчас плывет Марко, там такое укромное место, такой зеленый грот, куда нельзя добраться с берега, а только на лодке. Фантастика! И вот сейчас посмотрите, вот за спиной Марка, там в камышах, это место, где река выходит из озера. А вон там правее желтого утиного домика, там, где перекат, это место, в котором река в это озеро входит. То есть вот вход и выход реки разделяют буквально несколько метров. А вот здесь начинается возвышение, вот там с него машут рукой. И вот тут уже начинаются скалы, и подход к берегу вот с этого направления становится невозможен. Сейчас на озере никого нет, и посмотрите, как оно безмятежно. И лодка словно бы предоставлена сама себе. И вот это такое тончайшее движение воды, вот такие
оттенки цвета. Сейчас солнце сильное, и поэтому много зеленого и желтого. И вот эти оттенки, они, ну, просто, мне кажется, великолепны. Ну, а уж если вам захотелось накупаться по-настоящему, то в 12 километрах от озера Зеленковац в сторону Марконичграда есть прекрасное озеро Балкана. Оно разделено на две части. Вот здесь справа эта часть глубоководная. По рассказам местных, здесь была подводная река, и случился провал, когда рыли колодец. Ага, вот здесь вот вы видите ресторан с колесом, которое, ну, декоративное, конечно. Это неплохой ресторан. И вообще это озеро Балкана — это очень неплохое место отдыха, где можно действительно и поплавать, и накупаться вдосталь. И есть мелководная часть и глубоководная. Вот здесь вот люди пытаются взять парапет на баги, и этот парапет пока для баги непреодолим, но люди стараются, и я надеюсь, они его преодолеют. Итак, озеро Зеленковац и Балкана, они очень близки друг с другом по географии. Приезжайте, отдыхайте.